Из Центральной Якутии до сих пор удивление вызывает, что в одном маленьком поселке очень много мелодистов, люди, которые сочиняют сами музыку, песни и поют. То есть там, ну, скажем, минимум 40, а так это, которые вошли в книгу, да, человек это, а так это намного больше. То есть есть люди, которые там, эти, которые там, у них много песен получается, а так практически все поют. Когда бывает концерт, все приезжают и удивляются. У вас, говорят, все поют? Мы говорим, ну да, все поют. У нас проще посчитать, кто не поет, чем кто поет, да, посчитать. Наши художники, я считаю, что это, наверное, все-таки связано тоже с образностью мышления северных народов, да, то есть музыка, живопись. Юрий Васильевич Спиридонов, известный, да, вот художник, он же тоже отсюда, Сюренхаи родом, он же был председателем Союза художников Якутии. Борис Молчанов, да, который с Красноярского края. Евгений Поротов и Юля Поротова, да, они родом Евгений родом с Индаска, тоже член Союза художников России. Очень интересные картины. Здесь в музее вы можете видеть картины там Дмитрия Николаевича Каутасова. У него нет художественного образования, но он сам самобытный художник. Очень много косторезов. Когда здесь проводят выставку, обычно просят людей принести свои картины из дома. Смотришь, понимаешь, что люди рисуют, да, они достойны, скажем, лучших залов, галерей, ну, скажем, ну, если даже не федерального или там международного, но уж республики точно, а может быть все-таки и федерального такого уровня. То есть это будет все открываться, этот культурный такой большой пласт, художественный, музыкальный. А как танцуют? Ну, насчет танцев это всегда было неоспоримо, тоже говорили о том, что люди, которые живут на природе, у них совершенно особая пластика северная. Поэтому, когда вот увидите там наши ансамбли, у нас есть два ансамбля образцовых, Уахтала и Кисичан. Это даже у меня, у человека, который на самом деле не танцует, я сама прям чувствую, что каким-то образом, когда смотрю на камеру, оказывается, какая-то пластика есть где-то, да? Но это, видимо, генетически передается, да, это вот, да, как музыкальность, как живопись и танец. Есть такое понятие, как жизнестойкость, да, народов Севера. Слышали, да? Есть такое новомодное слово там. Ну, что такое жизнестойкость? Конечно, в таких суровых условиях жить и создавать цивилизацию там много-много тысячелетий или там столетий назад. Если сравнить все народы, которые живут на побережье Арктики, там, вот все наших там, 8 арктических стран, то только у Долган мы живем в доме, приспособленном на санях. Все остальные живут у роса, палатки, да. То есть мы уже почти, практически 100 лет назад пересели и освоили вот эту тундровую зону. Во-первых, стало комфортнее жить. Постеленнее стало удобнее. Многие пытаются узнать там размер этого домика, сколько линий. Ну, это тоже такие определенные же секреты. В свое время же выверено было, да. То есть вот до такого-то размера столько-то линий везут на такие-то расстояния. Таким образом улучшился быт, и поэтому, наверное, все-таки большое поголовье линий именно в тундровой зоне. То есть до революции у нас же истории такие были, когда коллективизация была 10 тысяч поголовья линий. Если у тебя больше 10 тысяч линий домашнего, то тебя кулаком считали. И там к нашему уже пришли эти, красные, спрашивают, сколько у тебя линий. А ему сказали, что больше 10 тысяч нельзя. Он сообразил, толстый толстевите. То есть 9999. А они же в тундре, идите считайте. То есть люди жили богато, да, то есть всегда ходили так, что значит богато? Много линей, это ты богатый. То есть это у тебя и еда, и транспорт, и одежда, и можешь торговать, соответственно. Поэтому это говорит о чем, да, вот этот балох, то есть это инновация, то есть жизнестойкость народа, который приспособился к суровым условиям, начал уже такие вещи делать, как дом на санях, там, плюс вот все-таки то, что культурный пласт, да, я считаю, музыка, живопись, танцы, писатели, поэты, наши Аксинья Егоровна, Николай Лукич, сами пишут, да, сами публикуются, там район помогает. То есть люди, которые
живя в таких суровых условиях, занимаются творчеством. Это мало где есть такие. Я и читала, и слышала там, в других регионах, да, России или зарубежья. Мало же где такое есть, правильно? Чтобы люди там оленеводством занимаются, ну, и поют, и танцуют, и пишут. И вот это вот есть, наверное, ну, скажем, это все жизнестойкость. Это вот жизнеописание, да, в целом такое вот, скажем, состояние народа. Вот поэтому я не хвастаюсь, я считаю, что, наверное, каждый народ уникален, у каждого все свое же, да, такое, свой путь исторический.